Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Туркменистане оштрафовали юриста из Балканабада Пейхамбергильды Алабердыева, осужденного за политическую активность, а затем помилованного. Об этом сообщает туркменский Хельсинский фонд по правам человека. Как выяснилось, Алабердыев после выхода на свободу долго не мог найти работу, но позже все-таки трудоустроился на цементный завод. В декабре прошлого года у него возник конфликт со сослуживцем. Алабердыев сделал ему замечание, а тот порекомендовал жаловаться в прокуратуру. В ответ юрист сказал, что он об этой прокуратуре думает. Кто-то записал разговор, и в итоге Алабердыева вызвали в ту самую прокуратуру, где потребовали написать объяснительную. А 31 января, по решению Балканабадского городского суда, юриста оштрафовали по статье номер 364 Кодекса об административных правонарушениях о воспрепятствовании законной деятельности государственных и иных органов и их должностных лиц. Размер штрафа составил 200 манатов. Это не первый случай преследования Алабердыева после освобождения. Ранее ему запретили выезд за рубеж, не дав выехать в Иран, где он собирался встретиться с известным религиозным деятелем ради молитв о своих умерших родственниках. Преследованиям подвергаются и члены семьи юриста. Так, по данным источников Turkmen News, его дочь Бибисару Алабердыеву не выпустили после каникул обратно в Россию, где девушка обучалась на 2-м курсе престижного московского вуза. А совсем недавно, когда Бибисара выходила замуж, сотрудники МНБ обязали владельца банкетного зала раньше времени прервать свадьбу. Долгое время после освобождения Алабердыеву везде отказывали при попытках найти работу. Туркменский Хельсинский фонд отмечает, что должность на цементном заводе юристу предложили лишь в ноябре прошлого года. Правозащитники считают, что это было сделано в преддверии рассмотрения в Женеве универсального периодического отчета Туркменистана, чтобы там не поднимался вопрос о преследованиях бывшего заключенного. Юрист государственной нефтегазодобывающей компании Алабердыев пострадал из-за своего участия в оппозиционных чатах. В сентябре 2020 года у магазина к нему подошел незнакомый мужчина и спровоцировал конфликт. Алабердыева после этого приговорили к 6 годам, якобы за хулиганство. В декабре 2022 года осужденный был помилован. У вас имеется интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.